моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Мой спорт». Нужно ли принимать спортивное питание или нет? Итак, мы продолжаем видеосюжет о спортивном питании. Многие, даже, мне кажется, что больше народа, они понимают, что спортивное питание вредно. А потому что они, вот я и говорю, не читают, не узнают, они вот просто вот так, им что-то где-то услышали, я даже вот бывает, а вот это, наверное, вредно. Я говорю, кто вам такое сказал? Ну там говорят. Если в России это не так давно появилось, то у нас в республике это новинка, поэтому мало информации. Интересуйтесь, заходите, спрашивайте у Алексея, у продавцов спортивного питания, они вам все объяснят, расскажут. Я бы даже сказал, без спортивного питания в современном мире спортивный результат показать невозможно. То есть не получится? Конечно. Это первое, сбалансированное питание, это первое, в том числе, то есть спортивное. Дальше это восстановительные мероприятия и плюс режим. И работа, то есть тренировка, все это комплексы дает результат. В первую очередь я ставлю питание. Должна быть, во-первых, поставлена правильно тренировочная программа, раз, правильный подбор питания, вообще питание как такового человек должен кушать. Этим не заменить обычное питание, это только помогает, дополняет, тоже немаловажно. Соответственно, и спортивное питание такое, и отдых. Короче, тренировка, питание, отдых. Вот это три будет. Залог успеха. Да, залог успеха. Ну и плюс сила воли и характер. Это конечно, тоже немаловажно. Ну а так, если люди приходят и спрашивают, с чего начать, в основном надо белковые вот концентраты, это вот все привыкли называть протеин, это высокобелковый концентрат, да? Так. Много их, всяких разных. Есть еще гейнеры. Некоторые, может, не знают до сих пор, кстати. Разница в чем? То, что гейнер это тот же самый протеин, но с большим содержанием углеводов. Углеводы. Так он еще лучше получается. Ну да, он вот для худощавых, как их называют, эктоморфы. Да, для худощавых людей, которые хотят быстрее мышечную массу набрать, потому что без углеводов тоже очень сложно. Некоторые думают сразу, нет, мне не надо, а то я вдруг там жир появится или что-то. Ну это не так, это значит. Вот как Артур сказал, надо тратить энергию, например, вот потратил энергию, надо ее восполнить. Креатин обязательно, принимаем витаминизацию обязательно, потому что без этого нельзя. Да, вообще? Да, потому что еще работаем, плюс очень много занимает энергии работа. Ну еще вот к белковым или гейнер, или протеин можно добавить, я бы сказал, нужно это креатин. Креатин, он дает силу и выносливость. Ну, соответственно, если будет человек сильнее, выносливый, больше поднимать будет, и будет больше масса тоже сильнее. Ну и какие-то БЦА. БЦА, он я уже говорил вначале, это вот Артур принимал лейки, там тоже лейцин. Вот БЦА есть лейцин, изолейцин, валин, это незаменимые аминокислоты, которые являются антикатаболиками. И вот при стрессовых ситуациях, даже вот нагрузки большие, да, вот эти железо поднимаешь, это в первую очередь они из организма выгорают. И их надо, если человек хочет быстрых результатов, то без БЦА тоже как бы. Ну и много всего есть, это уже потом. Вот основное это протеин или гейнер. И креатин, и БЦА. Вот если вот эти три будет что-то, то будет очень замечательно. Плюс программа тренировочная, вообще отлично. Ну а потом можно уже подключать, уже человек для себя, он сам почитает, сам спросит. Предтренировочные, посттренировочные, там, даже во время тренировки препаратов очень много. Хочешь быстрее, хочешь быть сильнее, хочешь быть здоровее, в плане здоровья именно. Вот и все. Дорогие телезрители, вы все хорошо знаете, что недавно в Хорватии прошел чемпионат на Кубок Гельсинкана. В следующем видеосюжете вы увидите немножко боев. Соревнования проходили 3 дня. Первый день полностью был посвящен мастер-классам. Дети, участники, они были просто в восторге.
И второй день начались соревнования по ката, кабудо, самообороне. Вообще разыгрывалось 200 медалей, да, комплектов, 200 комплектов медалей, где в 6 видах вот проходили там по весовым категориям, по возрастным категориям. Третий день был весь день джиу-джитсу, то есть именно по креплингу, по бразильской версии джиу-джитсу, и спортивный джиу-джитсу, где ударная техника, схватились, значит, борьба, упали, борьба в парте. Естественно, по правилам спортивного джиу-джитсу, то есть такого жесткого мордобоя, как мы привыкли, к сожалению, не было.
И наша команда выиграла 56 медалей. Из них 19 золотых, 20 с чем-то, 21, по-моему, серебряных, остальных бронзовых. Итак, наш выпуск подошел к концу. Смотрите телепередачу «Мой спорт». Занимайтесь спортом. Не забывайте, что спорт – это здоровье, сила и красота. До свидания. Современный, престижный, отлично оснащенный фитнес-центр «Профи». Max Power – высококачественное элитное спортивное питание для фитнеса и бодибилдинга от ведущих мировых производителей. Max Power – единственный специализированный магазин в Якутске. Торговый центр «Апельсин», 3-й этаж. Спортивный клуб «Квартал 16». Тренажерный зал, оснащенный профессиональными, многофункциональными, силовыми и кардиотренажерами. Огромный зал для фитнеса и танцев, а также сауна. Подберем удобный график посещений для каждого посетителя. Не отказывайте себе в удовольствии. Играйте в пейнтбол даже зимой. В специально оборудованном, теплом и удобном помещении. Место встречи – Кирзавод. Подробности по телефону 755 880. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Если хочешь играть.